открыл? Я Томов Саид Ахмед Абдулович, 1958 года рождения, вынужденный переселенец Республики Северная Осетия, Алания. Проживал по адресу селение Октябрьское, переулок Вишневый, 13А. До событий, вышеназванных событий, у меня было домовладение площадью 324 квадратных метров, двухэтажное жилое домовладение. На что у меня имеется решение Октябрьского народного суда, вот исполнительный лист, в котором было указано, дано распоряжение миграционной МРУ РСО Алания, по республике РСО Алания, здесь вот данные о выплате мне господдержки. По предоставлению этого документа прошло несколько лет. Я тогда обратился в 2009 году, когда Владимир Владимирович Путин был на посту председателя, с этим вопросом. Там вот мое обращение к Путину о неправомерности МРУ РСО Алания в лице Казарина. В этом обращении я подчеркнул неправомерные действия миграционной службы. Там были многочисленные препоны, были многочисленные посреднические организации, которые снимали большие проценты вот этих указанных компенсаций. Когда мне было отказано на возвращение в прежнее место проживания, я поставил вопрос тогда о выплате компенсации. Так как у нас на месте прежнего проживания был большой фруктовый сад, семья наша состояла из 12 человек. Бюджет семьи держался на этом фруктовом саде. Мы с детства работали на колхозных полях, построили дом. Это всего лишились в одночасье. После обращения к Путину с данным вопросом был поставлен вопрос о выплате компенсации, а не господдержки. Так как если я не имею возможности вернуться на прежнее место проживания, мне должны компенсировать, а не господдержку оказать. Когда я поставил вопрос о компенсации в миграционной службе, мне сказали, что компенсацию вам никто не даст. Будет оказана господдержка. Вот исполнительный лист, который в судебном решении обязует МРУ выплатить мне господдержку. Однако, после обращения к Владимиру Владимировичу, я, как говорится, нашла коса на камень по принципу сам себе подписал приговор. Мне начали устраивать многочисленные препоны органы МРУ под руководством Казарова. Вот обращение, вот ответ Казарова, которому гласит: для ознакомления принятого решения вы до сих пор не прибыли, несмотря на получение 11.03.2009 года письмо МРУ ФМС России от 3 месяца 2009 года, тут подтверждение которого служит почтовое уведомление. Данное почтовое уведомление я вообще не получал. Я когда сказал, покажите мне это уведомление, оно было фальшивое, под чужой подписью. Когда я потребовал это уведомление на руки, мне отказали. Потом начали мне создавать искусственные препятствия. Вот одно из них. Вот одно из них. Ваше заявление об оказании государственной поддержки межрегиональным управлением рассмотрено. По данному вопросу сообщено, что 13.02.2009 года межрегиональным управлением ФМС России пересмотрено ранее принятое решение о предоставлении государственной поддержки на восстановление жилья по адресу Октябрьская, переулок Вишневый, 13А. И принято решение об отказе при предоставлении государственной поддержки в связи с непредоставлением установленный срок следующих документов. Акт обследования домовладения специализированной организацией и проектно-сметной документацией.
То есть это искусственный препон. Проектно-сметную документацию не составлялось вообще. Тогда выплаты были по квадратуре. На тот момент 1 квадратный метр оплачивался по стоимости 16 тысяч рублей за квадратный метр. Что не составляло и половина затрат, которые должны были здесь быть на строительство дома. Вот именно этот вопрос я поставил перед Владимиром Владимировичем. Вполне вероятно, что этот вопрос, мое заявление, было рассмотрено Владимиром Владимировичем Путиным. И так как был направлен ответ, который был направлен Путиным на мое заявление в миграционную службу, мне отказались показать, сославшись, что я не явился, что был уведомлен, что полная ложь. Не был я не удовлетворен и не уведомлен, поэтому я и не знал. Потом мне здесь в Ингушетии создали опять другое препятствие. Вынудили вот данное решение суда сделать по новой, так как заменен ответчик. Под председательством Мальсагова данное решение мое было опротестовано и вообще отказано. Вообще отказано полностью предоставлению мне господдержки. Теперь я вот с семьей вынужден, вот уже 23 года живем в вот этих условиях. Здесь нету ни отопления, ни централизованного водопровода. Это все мы вот сделали своими руками. Летом здесь жарко, как в консервной банке. Зимой мучают холода. Дети болеют всю зиму. Не вылазить с больницы. Дальше я не знаю, я потерял уже надежду. Не знаю, куда обращаться. Есть решение суда. Вот у меня полная папка всех документов. И отписки, и их вот отказные, в чем они мне вот отказывают. Теперь миграционная служба МРУ по РСО Алании расформирована. В данном случае его нет. И вопрос наш по выплатам господдержки тоже временно приостановлен. И неизвестно, когда он откроется, или откроется ли вообще. Вот поэтому я вынужден к вам обратиться повторно. Многословие тут никакой роли не имеет. Есть у меня вот все документы, вот вся моя документация, обращение к Владимиру Владимировичу, вот решение суда, исполнительные листки, отказы миграционной, все у меня здесь в упаковке. Каждый документ показывать нету смысла. Владимир.